Добрый вечер, уважаемые друзья. В последние дни дождливо и пасмурно, но, как говорили великие, в конечном итоге дождь – это всего лишь дождь. Не нужно впутывать романтизм и философию. Ни град, ни дождь, ни холод, ни жара не станут преградой для очередного выпуска программы «Прогнозист». Прошедшая неделя оказалась не совсем удачной для нас. В матче Манчестер Сити-Лестер мы дали победу Манчестера. Прогноз оказался верным. Обе команды забьют в матче Фиорентина-Милан тоже прошел. Частично угадали матч Боруссия Мюнхен-Гладбах-Хофенхайм. Мы спрогнозировали, обе команды забьют и тотал больше 2,5 мячей, но встреча завершилась со счетом 1-1, то есть были очень близки. Но где был полный провал? Прогнозировали ничью в матче Челси-Тоттенхэм, выиграл Челси. И в игре Леванте-Реал мы дали прогноз, обе команды забьют. Леванте выиграл 1-0. Боялся, что Леванте не забьет, но не забил королевский грант. Так что это спорт. Произойти может всякое. Поэтому мы с удвоенными силами поговорим о предстоящих встречах. Это Эвертон, Манчестер Юнайтед, Наполи, Торино, Хофенхайм, Бавария и, конечно же, куда без этого, вишенка на торте, Эль Классико, Реал, Барселона. Присаживайтесь поудобнее. Англия – страна с развитой промышленностью, стабильной валютой и красивым футболом. Так вот, в очередном туре АПЛ есть очень интересная вывеска. Две команды, которые начали сезон не так ярко, зато какой футбол показывают в последнее время. Эвертон, Манчестер Юнайтед. Эвертон в этом сезоне, конечно, преображается, потому что к ним пришел новый главный тренер, теперь Анчелотти у руля. Мы об этом уже неоднократно говорили. Но он выводит сейчас ирисок на абсолютно новый уровень в футболе, потому что с ним коллектив совершенно иначе заиграл и стал более интересно выглядеть. Что касается последних результатов Эвертона, то команда в крайних 5 матчах вообще не потерпела ни одного поражения, потому что у них только 2 ничейных результата и 2 виктории при этом. Так что говорить о том, что сейчас Эвертон как-то не доигрывает или что-то еще, не стоит, потому что они в прекрасной форме. Также хотелось бы подчеркнуть тот факт, что у них по сезону 10 поражений, что не так уже много, учитывая то, что они долгий период времени пребывали в очень странном состоянии, когда ничего не могли особо показать, как-то слабо действовали и вообще в целом играли не лучшим образом. Поэтому по факту их восхождение и победы начались только с Анчелотти. Посмотрим еще, конечно же, на то, как вообще ириски проведут остаток сезона. Осталось играть не так много, и поэтому нужно поднажать, нужно выложиться на все 200%. Анчелотти в состоянии объяснить своему клубу, что и как нужно делать в важных играх, которые уже вот-вот наступят, которые в скором времени обретут новый статус в рамках национального чемпионата. Если быть откровенными, то красные дьяволы в последнее время показывают просто отличный уровень футбола, потому что команда напрягается, команда набирает очки, казалось бы, там, где их набрать очень сложно, но в то же время и теряют их там, где потерять практически невозможно. Что касается последних результатов Манчестера Юнайтед, то коллектив в крайних 5 встречах потерпел 2 поражения, потом сыграл 1 встречу в ничью и одержал сейчас 2 победы подряд. Крайний матч у них был с Уотфордом, где они в родных стенах одолели их с разгромным счетом 3-0. Полностью деклассировали и показали хороший уровень футбола. Опять же, забили Гринвуд и Фернандеш. И что особенно хочется отметить, Бруно отлично влился в коллектив. Он вписывается просто превосходно, и его значимость на футбольном поле очень высокая. Так что это талантливый и техничный футболист, который может вести за собой Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Также радует тот факт, что Гринвуд забивает. Это молодое подрастающее поколение, которое активно играет, показывает хороший уровень, и Сульшер в этого парня очень сильно верит, потому что у него действительно есть талант, есть все практические данные для того, чтобы в будущем стать, если бы не звездой, но хотя бы отличным футболистом. В этом противостоянии сложно сказать однозначно, кто фаворит, потому что подопечные Анчелотти сейчас тоже набирают обороты, и если сравнивать чисто тренерскую дуэль, то, наверное, Папа Карло все-таки будет опытнее и мастеровитее, но вот составы у команд абсолютно разные. Конечно же, у Эвертона имеются определенные футболисты, способные там вытягивать игру на себя, которые просто очень талантливы, но у красных дьяволов подобного рода игроков гораздо больше, да и звезд хватает, но вот в гостях они играют не так стабильно. Да, переиграли недавно аристократов, но хватит ли этого для победы в этом матче? Игра должна быть упорной, но голов будет забито не так много. Поэтому мой прогноз на этот матч – тотал меньше 3,5 мячей.
На арене Стадио Сан-Паоло в Неаполе состоится матч 26-го тура серии А, в котором Наполи сразится с Торино. Южане все еще пытаются угнаться за командами из топ-4, а чтобы это сделать, Партенопею необходимо стабильно не просто набирать очки, а побеждать. Что же касается туринских быков, то еще немного и гранатовые станут самыми настоящими борцами за выживание, если, конечно, не улучшат свои результаты. Все в курсе ситуации в Италии. Коронавирус быстро распространяется по всем городам, и в целях безопасности народ не то что на стадионы, вообще никуда не выходит из дому. И поэтому не исключено, что игра пройдет в полупустом стадионе, как и в игре Лиги Чемпионов. Давайте, кстати, заострим внимание на нем. В прошедший вторник Наполи провел непростой матч Лиги Чемпионов против Барселоны, завершившийся со счетом 1-1. Такой результат вряд ли устроил Партенопею, однако отметим, что команда Гатузо выглядела ничем не хуже Блаугранас. Перед поединком с Барсой Наполи выиграл 3 матча подряд на внутренней арене. Неаполитанцы оказались сильнее Интера в Кубке Италии, Кальяри и Бреши в серии А. Перед стартом отчетного тура Наполи находится на 6-м месте в турнирной таблице итальянского первенства с активом в 36 очков. Туринцы едут в Неаполь в ужасном настроении. Серия поражений гранатовых составляет уже 6 матчей. В серии А быки оказались слабее Сассуоло, Аталанты, Лечче, Сампдории и Милана. Из Кубка Италии Торино был выбит все тем же Миланом. Неудивительно, что гранатовые свалились в турнирной таблице первенства перед стартом 26-го тура. Команда из Пьемонта находится на 14-м месте, всего лишь в 5 очках отрыва от Дженуа и зоны вылета. Всего на выезде Торино провел 12 матчей в рамках серии А в этом сезоне. 4 матча выиграл при 7 поражениях и 1 ничьей. Несмотря на то, что в мидуик у Наполи был непростой матч Лиги Чемпионов, я считаю, что в данной паре южане котируются заслуженными фаворитами. Торино находится в ужасной форме, мораль быков в минусе, и этим полноценно воспользуются хозяева поля, находящиеся в хорошем тонусе. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа Наполи с форой -1 мяч. А в Германии пройдет потенциально самый результативный матч всего тура. 2 забивные команды, обе претендующие на высокие позиции. Хофенхайм, Бавария. Хофенхайм, хоть и держится в первой части турнирной таблицы, демонстрирует в настоящий момент далеко не самый лучший уровень игры. В последних 5 сыгранных матчах хозяева предстоящей встречи трижды проиграли. 1 раз сыграли в ничью и всего лишь единожды смогли одержать победу. Это говорит нам о том, что у Хофенхайма в настоящий момент есть некоторые проблемы во всех игровых аспектах. Как можно заметить, команда очень много пропускает, и даже нападение проявляет себя далеко не самым лучшим образом тоже. Как минимум, оно очень нестабильно. И против одного из лидеров турнирной таблицы Баварии у Хофенхайма вполне могут возникнуть проблемы совершенно любого характера. В первую очередь, конечно же, на ум приходит несовершенство на своей половине поля. Хозяевам предстоит столкнуться с неимоверно талантливой и амбициозной атакой действующего чемпиона. И, скорее всего, совладать с ней не получится. Бавария сейчас не в той ситуации, когда есть возможность сыграть не на полную силу. Лейпциг и Боруссия у мюнхенцев на хвосте и в любой момент могут воспользоваться любой осечкой действующего чемпиона. Ввиду этого гости предстоящей встречи проявят себя в высшей мере, сконцентрированно и ответственно. Когда Бавария имеет такой подход к игре, она неизменно добивается успеха. В Германии лишь упомянутые конкуренты могут доставить неприятности мюнхенской команде. Ну и вершина айсберга. Прошедший первый матч Лиги Чемпионов против Челси, в котором за вторую половину английский клуб был полностью разгромлен. И дело не вовсе в счете, а в игре. Именно поэтому Баварию называют бундесмашиной. Единственное, что стоит отметить в негативном ключе, так это в защиту. В центральной зоне играют футболисты флангов, и порой это генерирует некоторые оказии. Скорее всего, в матче с Хофенхаймом несколько таковых вновь могут возникнуть. Впрочем, уровень игры нападающих позволяет болельщикам Баварии смотреть с оптимизмом на предстоящую встречу. Даже если гости пропустят гол, то у них точно будет возможность забить 3, а то и более голов. Фаворитами являются гости, и они могут забить много голов. Однако хозяева на своем поле тоже имеют возможность преуспеть в атакующем аспекте. Поэтому мой прогноз на этот матч: обе команды забьют и победа Баварии.
Матч, подобный финалу Лиги чемпионов или чемпионата мира. Это грандиозное противостояние двух гигантов испанского футбола, которое каждый раз привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. На этот раз сливочные и синегранатовые встретятся в рамках 26-го тура Ла Лиги. Игра состоится 1 марта текущего года на стадионе Сантьяго-Бернабеу. Последняя очная дуэль грандов завершилась ничью 0-0. Был скучный матч без голов, в котором все же ярче выглядели подопечные Зидана и имели лучшие шансы одержать победу. Поэтому я очень надеюсь, что в этот раз команды покажут более интересный и многоголевой футбол. Теперь разберем состояние команд. Зинедин Зидан снова ведет Реал Мадрид к большим победам. Мадридский клуб ведет активную борьбу с Барсой за чемпионство и, по мнению многих экспертов, имеет лучшие шансы выиграть золотые медали. Флорентино Перес предоставил французскому тренеру все необходимые ресурсы. Если бы в этом сезоне у команды не был забит постоянно лазарет, то сложно и представить, как разносил Реал своих соперников. На каждой позиции у Лос Бланкос конкуренция, и каждый игрок старается изо всех сил, чтобы получить место в основе. Сливочные в каждом матче много атакуют, правда, на завершающей стадии испытывают проблемы с реализацией. А вот в обороне Галактикос один из лучших клубов в премьере, а Тибо Куртуа вытаскивает практически все, что не смогла остановить защита. Отметим, что в предпоследнем туре Реал Мадрид подпортил свою статистику перед Эль Классико, сыграв в ничью 2-2 с Сельтой, а в последнем туре таки вовсе проиграл Леванте 1-0. Теперь не Эрнесто Вальверде, а Кике Сетьен будет противостоять принципиальному сопернику Барселоны. Новый тренер каталонцев получает в свой адрес немало критики, в основном за то, что его команда много контролирует мяч, практически без продвижения вперед. Действительно, голы Блауграна сдаются тяжело. Нет Суареса, Гризманн на позиции центрфорварда неэффективен. Только Лео Месси, выступая в качестве превосходного ассистента, выводит партнеров на удар, и те забивают. Оборона у Барсы также не выделяется блестящей игрой. Опытные Пике и Умтити частенько ошибаются, да и Лангле тоже не всегда действует безупречно. Недавно синегранатовые одолели на своем поле неуступчивый Хетафе 2-1, а в предыдущем туре, благодаря покеру Месси, разгромили Эйбар 5-0 и снова возглавили турнирную таблицу премьеры. Но не стоит оценивать Барсу по матчу против не самого сильного Эйбара, но и непосредственно последний матч в Лиге чемпионов против Наполи. Ну и где там был виден гранд? Да нигде. 1-1 на выезде с командой, которая еле сейчас выходит из сложнейшего положения после смены тренера. Так что до сих пор ясно одно. У Барсы нет химии с нынешним наставником. Как итог, не самая сильная игра на поле. Вполне вероятно, что с первых минут оба наставника выпустят именно этих футболистов. Реал Мадрид выйдет по тактической схеме 4-3-3. Куртуа в воротах, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело. В защите Крос, Вальверде, Каземиро. Это будут футболисты в полузащите, и Винисиус, Бензема плюс Бейл в нападении. Ну а что касается Барселоны, то также будет предпочтение тактической схеме 4-3-3. Тер Стеген незаменим в воротах, Семеду, Лангле, Пике, Фирпо. Это футболисты. Защиты Артур, Бускетс, Видаль, Ракитич. Это мне больше кажется, что эти футболисты выйдут в полузащите, и Гризманн с Месси в линии нападения. У каталонцев большие кадровые проблемы. Кроме отсутствующих Суареса и Дембеле, не будет еще основного левого защитника Хорди Альбы. Ну а у сливочных в этом плане ситуация намного радужнее, хотя недавно снова травмировался Эден Азар. Его не будет. Еще из основных игроков не сыграет Асенсио, но его нет давно, поэтому все уже смирились. Все считают королевский клуб фаворитом, и я думаю, что они правы, несмотря на то, что в последних двух турах Ла Лиги Реал провалился. В первом круге дружина Зизу была очень близка, чтобы прервать длительную серию без побед над каталонцами, а сейчас на родной арене точно должна это сделать. Это бой за 6 очков, в котором вполне вероятно решается судьба чемпионства. Конечно, оба клуба будут не в самой лучшей форме после матчей 1/8 Лиги чемпионов, но такие команды просто обязаны выходить на дуэль против принципиальнейшего соперника в полной боевой готовности, несмотря на то, что играли всего несколько дней назад. Сухой игры быть не должно. Сливочные плохо преодолевают автобус из обороны, но против Барсы будет игра на встречных курсах, а это значит, забить смогут и первые, и вторые. Поэтому мой прогноз на этот матч: обе команды забьют. А кто победит? Я все же подстрахуюсь, ибо есть страх провала. Мой прогноз на этот матч: победа или ничья на мадридский Реал.
خب دوستانی عزیز، در برنامه گذشته که ما در اینترنت آن رو پهن کردیم انیخترش در یوتیوب، از حد زیاد شرح نوشته شدن زیر ویدیوی پهن کرده شده و اکثریت چند مصرع شعرها رو به مثال آوردند، به مثل که زهر باد و شیرین مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. باوری کامل داشته باشید دوستانی عزیز که شخصانی که ما را شخصا نمیشناسند، ما هر دوی زبان رو در سطح عالی میدونیم، اما سبب های هستند که ما برنامه پروگرامزیست رو به زبان روسی برای شما پیشنهاد میکنیم. حالا هم شرطی ما فعال است. اگرچه پیشنهاد کرده های بازی ما رو به طور درست پیشگویی کرده توانید، 200 سوم به شما تحفه کرده می شود. فراموش نمیکنیم بازی ها رو. البته که این بازی های اورتون منچستر یونایتد، هوفنهایم باواریا، بازی ناپولی تورینو و البته که ال کلاسیکو، بازی ریال مادرید و بارسلونا. در همین جا با شما خیر خوش میکنیم. فراموش نمیکنیم подписаться کردن رو، یعنی ابونه شدن رو با صفحه ما، لایک ها رو میجیخیم و خیر.